а в лузу он сам упадет. Но в таком случае шары Савицкого тоже на счет раз будут падать в лузы. Нет. Видишь, этот пульт. Он управляет источниками сигнала. Маэстро, не заслоняйте пейзаж. Тут у некоторых могут возникнуть вредные иллюзии. А? Спортсмен. Так я не в затяжку. Известно, что Молдавия, или как теперь называют Молдова, была когда-то окраиной Великой Римской империи. И как раз туда, в Молдову, был сослан замечательный поэт Публий Овидий Назон. Публий Овидий Назон – поэт, который писал про любовь, писал о любви, о котором Пушкин сказал, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей. Молдова еще известна тем, что если боги подарили людям музыкальные инструменты, музыку, то весь мир остальной, наверное, молдаване научили петь или, по крайней мере, играть музыкальные произведения. И даже есть такое понятие, как лаутары. Я вот помню, даже был фильм такой, молдавский режиссер, я с ним был знаком, Эмиль Латяну. Он так и назвал одну из картин свою, назвал «Лаутары». Эта земля не могла не рожать, так сказать, хороших певцов, хороших музыкантов. Или природа там такая, или уж там, сказать, климат такой, или уж небо над ними такое. Но этот народ очень хорошо поет. И вот среди этого народа я услышал не так давно голос Степана Курудимова, тенор. Это, в общем, мировой уровень. Я когда его услышал, то у меня просто на глазах появились слезы, потому что это что-то такое необыкновенное прозвучало. Наверное, так пел Орфей или кто-то свои Эвридики. Так слагал он песни. Я думаю, что у Степана очень большое будущее. Да у него уже он признан во всем мире, этот певец. По крайней мере, в цивилизованной Европе. Или среди тех, кто понимает пение, кто понимает оперное пение. Это пение особенное. Я в своей жизни был лично знаком с великим тенором Иваном Семеновичем Козловским и неоднократно даже пожимал ему руку. И поэтому я как-то пристально особенно отношусь к тенорам, может быть. Поэтому я неоднократно слушал в Большом театре и Лемешева, и Козловского. Ну, поверьте, я кое-что понимаю, наверное, в тенорах. Или так мне кажется, или меня, так сказать, просто прикипела душа к ариям теноровым. Это очень непростое пение. Я думаю, что Степан Курудимов, он уже, по-моему, поет в Европе, и поет хорошо, и уже признан. Но я думаю, что у него еще самые большие открытия впереди. Он еще на взлете, он еще на подходе к своей, так сказать, апогее, к своему музыкальному творчеству. Успехов тебе, дорогой Степан!